Задача развития дорожно-строительной отрасли имеет особое социально-экономическое значение для нашей страны, которую поставил глава государства. Россия входит в пятерку стран с самой развитой автомобильной дорожной сетью. Успешные темпы в дорожных преображениях демонстрирует и Ингушетия. Республика несколько лет в топе регионов-лидеров державы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В этом году Ингушетия заняла первое место по всей стране. Новые километры дорожного покрытия, масштабные реконструкции, капитальный ремонт. Дорожная инфраструктура в республике кардинально меняется. Так, в рамках поручения президента России в Ингушетии, как и в других субъектах страны, сформирован пятилетний план дорожного строительства. Есть перечень поручений президента Российской Федерации ПР-1231 от 2 июня 2022 года. В соответствии с этим перечнем президент поручает Минтрансу и региональным министерствам по дорожной деятельности достигнуть следующих результатов. К 2024 году не менее 50% автомобильных дорог регионального значения должны быть в нормативном состоянии. К 2024 также предусматривается приведение в нормативное состояние не менее 85% автомобильных дорог, входящих в 105 крупнейших агломераций. По нашей республике это агломерация Назрань-Магаз. Значит, помимо этого, к 2028 году мы должны достигнуть 80% нормативном состоянии автомобильных дорог, входящих в опорную сеть. Туда входят все региональные и федеральные проекты, которые направлены на улучшение дорожной сети, в том числе и нацпроект «Безопасные качественные дороги». В этом году дорожное хозяйство страны обеспечено беспрецедентным федеральным финансированием. Общий объем господдержки субъектов 380 миллиардов рублей, из которых 163 миллиарда выделены дополнительно. Об этом президенту Путину в ходе совещания доложил руководитель Минтранса Виталий Савельев. В этом году сформирована опорная сеть страны. Ее протяженность 138 тысяч километров, из которых федеральные трассы вошли в полном объеме, это 64 тысячи километров, и 74 тысячи километров – это региональные дороги, наиболее востребованные в регионах. К концу 2027 года планируем довести опорную сеть до 85% от нормативного состояния. Однако для справки могу сказать, что в случае выделения дополнительного финансирования мы готовы достигнуть этой цели досрочно, например, до конца 2024 года. Уважаемый Владимир Владимирович, в исполнении вашего поручения совместно с Маратом Шакирдяновичем Хуснуллиным сформировали пятилетнюю программу дорожной деятельности, которую вы поддержали. И в настоящее время субъектами формируются региональные пятилетние планы дорожного строительства. Всего в рамках пятилетней программы в Ингушетии предусмотрено более 5 миллиардов рублей. Справочно в эту сумму вносятся цифры текущего года, а это более 900 миллионов рублей. Все это стало возможным благодаря поддержке федерального правительства и личного контроля со стороны главы республики Махмуда Али Калиматова. Предполагается из этих 5 миллиардов 2 миллиарда 655,2 миллиона на реконструкцию дорог. 1 миллиард 811,2 на капитальный ремонт и 651,7 миллиона это на ремонт дорог. Помимо этого предусмотрены мероприятия по содержанию дорог. За счет этих денег планируется привести в нормативное состояние более 188 километров дорог и свыше 190 погонных метров мостов. Реконструкция автомобильной дороги Назрань-Служна – это 29-34 километр. Это в районе города Сунжа. Реконструкция Зязиков-Юрт-Вознесеновская, там масштабные работы планируются. Потом реконструкция автомобильной дороги Средние Очелуки-Плиево. Потом новый Редант Очелуки. Потом крупная работа еще трасса Кавказ-Карабулак-Эрбик-Юрт, 21-29 километр. Реконструкция дороги Карабулак-Яндери. Вот эти вот самые крупные из них. Еще трасса Икажево-Сурхахи, но она уже сейчас ведется, эта работа, мы сейчас заканчиваем там работу. Более того, отремонтируют и 42 километра дорог, находящихся на балансе муниципалитетов. Эти дороги нам представили для включения в план местные органы власти
Вот, единственное, у нас Малгобек представил в 2022 году, у них 3,3 километра. Тут идет и строительство, и реконструкция дорог. Но я так понял, это в рамках программы «Городская среда». А остальные дороги, это у нас в рамках нацпроекта агломерация Назрань-Магаз. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы можем включать местные дороги только агломерации. Пятилетняя программа также направлена на приведение к нормативу дорог в городских агломерациях, а также опорной сети. Речь идет о 6 дорогах протяженностью около 240 километров. Трасса Кавказ-Назрань-Малгобек-Терек-Курб – это дорога от Назрани до Малгобека. Дорога Назрань-Сунжи – это, как бы вот мы ее называем, внутренняя дорога на Сунжу. Подъезд к аэропорту Магаз от трассы Кавказ, мы ее знаем. Трасса Кавказ-Нестерская, Алкун, Таргим, Чми. Это у нас горная дорога, начиная от трассы Кавказ, заканчивая военно-грузинской дорогой. Дорога Зязиков-Юрт, Горогорск. Эту дорогу мы в этом году закончили. Она, вы знаете, начинается с перекрестка возле Зязиков-Юрт и фактически до границы с Чеченской Республикой. И дорога Зязиков-Юрт-Вознесеновская. Но эта дорога, как мы знаем, сейчас находится в очень плохом состоянии из-за оползневой зоны. Эта дорога туда входит, в эту опорную сеть. В рамках программы региональный Минавтодор также запросил дополнительные средства для поддержания в нормативном состоянии дорог Ингушетии. Развитие дорожной инфраструктуры – первостепенная задача, которую глава республики Махмуд Али Калиматов ставит перед министерством. А потому за последние 3 года ингушские дороги открываются и ремонтируются с опережением графика. Зелимхан Калоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.